Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады у Варшаве. Адразу выбачаюся за затрымку. Сітуацыя атрымалася амаль што як у меме, які зараз разрывае Facebook. Выклікаў Мікалай Халезін таксі, таксіст яго пазнаў і павёз у іншы канец горада, каб падаўжэй з ім пабыць, пагаварыць, паслухаць аналітыку. І зараз мы таксама паслухаем аналітыку і навіны ад кавалера ордэна Брытанскай імперіі, арт-дырэктара свабоднага тэатра, праграмнага дырэктара Creative Politics Hub і сябра координацыйнай рады ад спісу «Еўрапейскі выбар». Прывітанне, Мікалай. Привет, дорогой. Мікалай, з чаго пачнем? Як ввогуле жывецца пасля таго, як атрымаў гэты статус, орден у якасці кавалера? Як жывецца? Як себя пачуваецца? Ну как, знаешь... Забронзовел уже, да? Да, конечно. Когда ты знаешь, что тебя могут отпевать в соборе Святого Павла, ну, конечно, по-другому живешь. Да нет, ничего не поменялось вообще. Это, на самом деле это не про меня история, потому что я 100 раз уже сейчас сказал про то, что это белорусам важнее, чем мне, потому что белорусы думали, что, как Лукашенко пытался убедить, что кому вы там нужны? Но вот оказалось, что нужны. И, наверное, белорусам это важно. Но мне не дали ни земельного надела, ни 200 душ крестьян. Что наибольш расчаровывае, потому что кто ж будзе пасці, даіць коз коровы, прыносіць свежее парное молоко раніцай. Да. Мікалай, давай, может быть, спачатку звернемся да вось гэтых выбараў координацыйную раду. Першае, что тебе примусило? Навошта тебе это трэба? Все задают вопрос вот именно в таком ключе, как ты говоришь. Типа, что тебя туда потянуло? Да? Меня туда потянула очень конкретная история. Я понял, что если не давать шанс людям, которые выходят с какими-то инициативами, то и сам ты шанса не получишь. А я всегда получалось так в жизни, что мне шанс давался, и я им мог воспользоваться. Так и тут история. Ну, здесь я не буду говорить конкретно там про того же там Андрея, который эту всю историю долго-долго тянул, и на своих плечах. А я скорее про то, что сама конфигурация сегодня политическая, она такова, что ты ничего нового не появляется, да, то есть вот есть некая политическая конструкция, которая существует, и все. Хорошо, тогда то есть кто-то говорит, давайте попробуем ее поменять, давайте попробуем ее там усовершенствовать, давайте попробуем сделать структуру, которая сможет там советовать или принимать решения, что-то она сможет делать. Я говорю, да, я согласен, что-то новое хочется. Но я понимал изначально, что сразу не сработает. То есть, даже первое, что понятно, что много людей не проголосует. Да вообще проголосуют минимум. Потому что люди опасаются. Просто труба, то, что происходит. Да, там аресты не кончаются. Более того, уголовные дела уже просто по списку идут. Да, то есть, людей, которых они даже не знают. Поэтому я говорю, хорошо, давайте попробуем избрать. Возможно, эта структура что-то сделает. Если не сделает, то проведет новые выборы. Я единственное, с чем не согласен во всей этой конфигурации, что оговорены сроки 2 года. Мне это не нравится, потому что я знаю, что эта структура провалится раньше. Она раньше выяснится, что она недееспособна. И раньше нужно будет проводить новые выборы. И, может быть, проголосует больше. И, может быть, она будет принимать лучшие решения. Следующая структура. Поэтому вот это мои мысли. Да? Давайте тренироваться. Прежде чем мы придем на соревнования, давайте будем тренироваться. Вот это тренировка первая.
удачная? Ну, можно сказать, что нет, а на самом деле да, потому что уже видно было, что кто-то агитировал, что-то говорил, конкурс, как бы конкурс неких программ был все-таки, и это двигает дальше процесс. Але задавались адразу пытанне, чаму менавіта спіс, ну фактычна офісны. Потому что я знал, что 11 других списков будет против Тихановской. Потому что они попытаются отыграть, что она не сделала, а мы сделаем и так далее. Поэтому я сказал, что ну, а я буду в единственном списке, который поддержит ее, которая для меня является избранным президентом. Все просто. Я працытую, допіс свежы, гадзіну таму выкладзены. Я не буду адразу называць таго, хто гэта напісаў. Я думаю, што ты сам здагадаешся, але пакуль тут указваецца яшчэ і датычнасць да тэатра, таму я думаю, што табе як тэатралу будзе гэта што пракаментаваць. На мове оригинала. Ничего более бессмысленного и жалкого, чем так называемые выборы в Координационный совет, я за 25 лет работы независимым журналистом, пожалуй, не видела. Такая бесстыжая профанация произошла впервые. 6700 голосовавших за участников этого фарса из почти 7 миллионов белорусских избирателей, из которых не менее 500 тысяч находятся за рубежом, величина на грани погрешности. Белорусы попросту проигнорировали это бездарное театральное действо, этот парад чужих честолюбий и желание поиграть в политику, сидя в безопасной эмиграции. Ну, то есть вот ты, как театрал, все ж таки вырашил принять удел в этом театральном действии. Ну, детский сад, на самом деле. Ну, просто детский сад. Ну, то есть, если человек не видит перспектив, если он не понимает, что это не истина, а процесс, как там, Гегель, да, говорил, то что мне доказывать, что мне объяснять? Если мы не будем тренироваться, никаких соревнований мы не выиграем. Очень простая истина. Ну, никогда не было, чтобы человек такой пришел и такой, я прыгну на 9 метров, в длину. Такой, и прыгнул, да, потому что я всех выиграю. Ты должен пахать, ты должен... Вот у меня, знаешь, пример сейчас очень яркий перед глазами. Это Катя Снытина. Мы очень близкие друзья, мы очень много общаемся. И вот я смотрю, человек проводит карьеру, да, спортивная карьера, сложная, невероятно сложная, да, в 38 лет решает уйти из спорта. В последний сезон делает то, что называется квадрупл. Человек выигрывает все турниры, в которых участвовал, и в конце забирает на закате своей спортивной карьеры Еврокубок, который белорусам не снился. Она, поиграв там, по-моему, в 8 странах, никогда к нему не приближалась, но никогда его не выигрывала. И в конце выигрывает с командой, которую она же со своими подругами настроила, и которую говорили, эта команда ничего никогда не выиграет. Это британские баскетболистки. Они не выигрывают ничего. Они проходят до 1/4 финала Еврокубка, и все на этом. Нет, выиграли Еврокубок. Потому что тренировались, потому что собрались однажды после вылета из Лиги чемпионов, сели в номере вчетвером и сказали, а давайте попробуем, рвануть этот вес. И в итоге рванули. И в финале она обыграла команду, за которую выступала в Турции, да, и с которой не очень хорошо рассталась, и сказала, мы их обыграем. И обыграли. Вот это меня сейчас больше интересно, чем вот эти все пассажи, которые... Ой, все проиграли. Ну, вот очевидный ответ уже, да, то есть очевидно, что человек так мог написать, потому что, ну, конечно, проголосовало мало. Ну, в следующий раз сколько проголосует? 3000 или 20 тысяч? Если 20, вот считай, что это победа. Але каго можа абыграць координацыйная рада со сваім статусом, сваімі магчымасцямі і вот, что яны могуць зрабіць? Она обязана никого не обыгрывать, она обязана обыгрывать сама себя.
Она должна понимать, эти люди, которые собрались, должны понимать, как только мы переживем какой-то кризис и все перестанет работать, нужно просто переизбраться. Нужно просто объявить новые выборы и тренироваться дальше, чтобы мы, наконец, дошли до какого-то по логической цепочке прошли дальше. Ну, это просто, господи, это во всех... В театре то же самое. То есть, если ты ставишь спектакль с бюджетом... у нас были спектакли с бюджетом там, $500. То есть, и которые объехали мир, да. Но если ты будешь идти дальше и пытаться развиваться, то ты дойдешь до оперы там «Дикое полевание», которая будет стоить, да, $1 000 000. Потому что ты рос, ты пытался, ты делал, тебе доверяли и верили, что ты сделаешь продукт, который станет, сильным. Ну, для меня только такой путь. Я просто другого не проходил никогда в жизни. У меня не было такого, что я такой сижу и такой, а завтра мы проведем выборы и проголосует 7 миллионов избирателей. Да нет, конечно. Да нет, конечно, под этим прессом адским, который происходит сейчас, и где люди... Они просто же... Посмотри, что происходит. Такой, типа, список тех, кто участвовал в выборах в Координационный совет, такие, типа, на всех уголовные дела. То есть там 300 человек или 250 человек. Давай на всех. Да, они даже не смотрят, кто там и что там. А вдруг кто-то там вообще не знал, что он туда попал. Да? Вы в здравом рассудке? Ну, нет, не в здравом. Но это и есть тот прессинг, который люди выдерживают и на который соглашаются. Теряя там свои собственности и все на свете. Но это попытка. Николай, и все ж таки, что ты будешь робіць со своим мандатом? Потому что ходили чутки, и, здаецца, нават ты сам казаў, что ты будешь его передавать. Да, я передам его. Я его передам, безусловно. Потому что я знаю, что... Я даже знаю, кому. Это девушка, которая очень много работает в социальной сфере, в общественной. Мы с ней общались. И я просто знаю, что она будет этому уделять больше времени, чем я. Но я никак не отталкиваюсь от этого. Я понимаю, что если ко мне обратятся с каким-то вопросом, с какой-то просьбой о помощи и так далее, я буду все делать. Ну, можа быць акурат такі каардынацыйнай радзе і не хапае такога, ну, умоўна кажучы, арт-дырэктара ці там рэжысёра, які зробіць тое, што зрабіў са свабодным тэатрам. Так я же не собираюсь отстраниться от этого. Я собираюсь работать дальше. Но я понимаю, что если есть возможность человеку уделять этому full-time, как бы как-то полное время, да, то лучше пусть она будет, и я буду, который всегда скажет, что да, я готов там выступить, сказать, посоветоваться, что-то предложить и так далее. Я-то все равно там останусь. В смысле, я останусь на уровне человека, который будет предлагать, который будет советоваться, который будет что-то делать. У меня нет с этим проблем никаких. А сама процедура магчымасці перадачи, она прописанная у статуте? Конечно, это же, причем мне нравится, что для многих стало это таким, знаешь, событием. Это и есть, собственно, демократическая процедура. У тебя люди, которые участвуют в выборах, есть список. Почему их 35? Потому что кто-то может передать следующему, кто-то может просто выйти из состава, и следующий займет его позицию. Это во всем мире так. Потому что когда голосуют, например, по партийным спискам на выборах в парламент и прочее, это и есть подвижный список. Он всегда может меняться. То есть он всегда есть люди, которые дальше по списку, которые занимают места тех, кто выходит по тем или иным причинам. Я просто выходить так не собираюсь, чтобы там побросить и сказать там, да, теперь вы там провалились, до свидания. Нет, надо иметь это свою ответственность. Надо понимать, что... И то же самое, что со Светланой. Я не собираюсь ее там бросать на амбразуру и говорить там... Она и так слишком на амбразуре долго находится, да? То есть если она мне там скажет, что надо это и это, я скажу, прямо сейчас готов, да. Только вот сапраўды вот піша
что адбываецца вот под таким нікам глядач, а раптам вы вайшлі ў спіс за папулярнасці, а перададзіце мандат чалавеку, якому няма даверу, ну ці гэтакіна і гэтак далей. Ну вот сапраўды за спіс можа быть 100 кого проголосовали, тому что там ёсць Халезін, потому что там есть Ковшик. Хорошо, но ни Халезин, ни Ковшик от этого не отказываются. Они же говорят, Халезин говорит, ненавижу говорить о себе в третьем лице. Чувствую себя Лукашенко. Сумасшедшим другом Чингисхана. Я же говорю, что я не отказываюсь работать. Я как работал, так и буду работать. Но это механизм, который голосовали не за меня, голосовали за список. Да, кто-то голосовал за меня, а кто-то голосовал за Ковшик. Но это список, который говорит о том, что мы за европейский выбор. За европейский выбор. Не, точно так же, как там те, кто голосовали за там, Прокопьева и Егорова, они голосовали за какую-то их программу. Но не за Прокопьева. То есть получается, что это какой-то человек ответственен за какую-то часть тех, кто голосовал. Да нет, я ответственен за выбор. Я говорю, что я присоединяюсь к... Это мой взгляд на мир. И за этот взгляд на мир проголосовали. Я считаю, что Беларусь должна быть первая в Европе, второе в НАТО, третье внутри Евросоюза. Это мой взгляд на мир. За этот взгляд проголосовали. Дальше, внутри того списка, который был, мы говорим о том, что эти люди будут отстаивать этот выбор. Но мы не говорим, что Халезин пришел тут в президенты, и давайте за него голосовать. Я не пришел в президенты. Я обозначил свой выбор. Ну, от бач, по словах Павла Павловича, заходнія там палітики, експерти і те самае, у ім яго бачаць ужо будучага прэзідэнта. Але я да чаго, ўсё ж такі ты менавіта з тых людзей, якія можа быць добрым спікерам на дэбатах, адстаяць, давесці, аргументаваць і гэтак далей. Там некалькі чалавек таких вот у новым складзе координацыйнай радзе: Латушка, Прокоп'еў і Халезін. Роза Турарбекова таксама как бы ёсць, але ты сыходзіш, ты не думаешь, что как бы супрацьстаять энергетыцы и натиску астатніх таких добрых спикеров не будзе кому? Я просто думаю, что внутри Координационного совета не будет, как это сказать, не будет войны спикеров, а будет все-таки попытка просто поработать, просто прийти к каким-то решениям. Мне проще гораздо, чем многим, в том смысле, что я могу просто прийти к Лукашуку в эфир и высказать свое мнение. И я знаю, что какие-то вещи поддержит не только блок номер 3, да, а могут поддержать и те люди, которые находятся представляли другие блоки. Просто потому, что я могу высказать какую-то идею, а не свою персону. Я могу сказать, что давайте мы вот это сделаем так, так и так. Я могу сказать в твоем эфире, могу это сделать в других эфирах, могу в своей программе, где угодно. И мне кажется, что ценно то, чтобы люди слушали, а не то, что ты облечен какой-то властью. Да? То есть именно это создает ту общественную дискуссию, которая и дает результаты. Не дает результаты просто сидение в каком-то кабинете. Не дает. Это мы должны начать уже нет никакой конфронтации между этими людьми, которых избрали. Нет. Там все программы, если посмотреть, они все про одно и то же. Как там полепшить наш добробыт. Вот поменять нашу схему жизни, улучшить ее. И если собрать все программы, то получится одна программа. Вот эту программу должен реализовывать Координационный совет. А не то, что продолжать. У нас есть программа Прокопьева и Егорова, мы будем ее реализовывать. Вы должны, уже собравшись сейчас,
уже не реализовывать программу блока. Вы должны реализовывать общую программу. Это нужно для себя выстроить это, осознать тем, кто вошел в состав. Не тех, кого избрали, а тех, кто вошел. Да? Вот они собрались и говорят, а теперь давайте мы из всех программ соберем. Почему нас избрали-то? Нас избрали, потому что мы совокупно представили Беларусь. Пусть, да, пока неудачно, пока мало нас было избирателей, пока механизм не отработан. Но давайте уже на этом уровне соберемся и решим общий контекст. Ну, на завершэнне гэтай тэмы з каардынацыйнай рады ўсё ж таки ты сказаў, што 2 гады зашмат не дапрацуеце. Ты колькі даеш? Полгода. И новые выборы. Да. И это нормально. Это нормально. Слушай, тренироваться-то надо, поначалу просто много. Много. Знаешь, опять-таки вернусь к Кате Снытиной. Она рассказала про баскетбольскую, была такая Степанова Центровая, очень крутая баскетболистка, которая выступала, она россиянка была, и ей было уже под 40, по-моему, она играла за московское «Динамо», и уже все, уже карьера, то есть человек уже уставший, уже просто ее сил нет. И она сидит, они заходят в раздевалку, она после матча, после игры сидит на лавочке, и заходит тренер итальянец такой, импульсивный, энергичный, и она сидит и говорит: тренер, ты должен выбрать. Я буду или играть, или тренироваться. Вот как бы до этого нам еще надо дойти, чтобы мы уже выбирали, что мы будем только играть или только тренироваться. Но пока только тренироваться. Добра, давай да іншых тэмаў. Ведаеш, я вот чытаў пра зараз візіт офіса там Ціхановскай і іншых прадстаўнікоў беларускіх структураў у Люксембург на канферэнцыю. Ізноўку там гаварылі пра легалізацыю, праблемы легалізацыі беларусаў ва ўсім свеце, пра медыа, пра палітвязняў, гэтак далей. І как бы правільна. Гэта трэба атрымаць, але потым ты перагортваеш старонку і чытаеш іншыя навіны і глядзіш, якія там прымаюцца новыя меры там у Літве у дачыненні да беларусаў. Потым ты запрашаеш на эфір юрыстку з ЦБС Вольгу Добравольскую, она рассказывае про тое, что і ў Польшчы зараз как бы ёсць такая негатыўная тэндэнцыя, ускладняюцца магчымасці легалізацыі і гэтак далей. Я уже не кажу про іншыя краіны, дзе ўвогуле праблемаў яшчэ больш. Это яшчэ мы тут у больш-менш нармальных таких легалізацыйных умовах. І ты думаешь, так что там гаворыцца одно, а тут робіцца іншае. Чаму? Таму что там уже как бы не аўтарытэт, там и Тихановская, и офисы, белорусские представники Демсил. Офис делает в этом направлении очень много. У меня вот сейчас ощущение, что вообще вся работа офиса направлена на это. Вот как то, что я вижу. Я не часть офиса. Я не могу сказать, чем они занимаются. Я не знаю. Просто, я общаюсь с ними по разным вопросам, но я не могу сказать, как... Я же тебя не за офис зараз пытаю, да. Я вот иду к этому, да, потому что это очень сложно. Это очень тяжелая тема, потому что я не питаю иллюзий насчет Европы. В том смысле, что я слишком хорошо и слишком долго, 30 лет, знаю европейских чиновников. Они, вот подул ветер, они все повернули лица, и ты вдруг смотришь, а на тебя смотрят только задницы. Так это работает. И все время вопрос в том, как докричаться так, чтобы они повернулись лицом, чтобы эти задницы отвернулись от тебя, повернулись лица. И это всегда была проблемой для Беларуси. А сегодня эта проблема умноженная на 100. Потому что то, что творится в Европе и в мире по отношению к Беларуси, это несправедливо, это неправильно, это нечестно и это непорядочно. Во всех странах, без исключения. Включая Польшу, но Польша ведет себя лучше всех.
То есть вот такая история, да. Хотя могла бы вести себя еще лучше, потому что есть куда развиваться и есть от чего получать дивиденды. А дивидендов много. То есть сюда приезжают белорусы, которые не сидят на пособиях, никто ничего им выплачивать не надо. Они приезжают и сразу идут работать и платить налоги. И это ценно, потому что на сегодняшний день, например, та же Великобритания недополучает, то есть количество вакансий 1,5 миллиона. 1,5 миллиона недополученных рабочих мест из-за Брексита. И тоже нужно было бы поворачиваться и говорить: ребята, мы ошиблись, давайте обратно. Да? А сейчас белорусы, получается, что это люди продвинутые, работящие, порядочные, без криминальных этих уклонов, да, которые могли бы работать и спокойно это... Но тут начинается такая: а вы не агрессоры или часом? Нет, мы не агрессоры. Агрессия была направлена против нас, но она была внутри нашей страны. Это не Россия пришла в Украину, а это белорус, которого нельзя назвать белорусом, который начал душить белорусов. Вы можете осознать эту конфигурацию, хочется спросить европейцев? Вы можете понять, что ваш Орбан, например, там, душит венгров? Да? То есть вы можете это... Они говорят: да, мы вот как венгры понимаем, что у нас такая проблема. А мы как белорусы это понимаем. Но вы-то нас поймите тоже, потому что то, что происходит, некрасиво. Это попытка записать людей, которые настрадались, которые пережили смерти во время локдауна. Где какая страна еще отказалась от того, что существует ковид? Какая еще страна не признала? Это одна. Умирали люди раз, потом начинается революция, контрреволюция, потом вынужденная эмиграция, потом война в Украине и еще одна эмиграция. То есть вы должны понять, что это люди, которые натерпелись невероятно в Европе на сегодняшний день. И поэтому нужно просто пойти им навстречу, легализовать их, помочь с паспортами, помочь с документацией. Дети родились, которые не имеют паспортов. Вы с ума сошли? Это Европа, 21 век, третий десяток лет. И рождается ребенок, он не получает паспорта. Почему? Потому что он белорус. Вы с ума сошли? Вы понимаете, что это человек родился, и вы должны выдать ему паспорт. А вы начинаете мне рассказывать: встань в очередь, пришли. У меня сейчас, я не знаю, что делать, потому что у меня актриса есть, которая на сегодняшний день, это человек, который уже делает кинокарьеру, блестящую кинокарьеру, белорусскую, которая делает блестящую кинокарьеру в Англии, у которой уже количество продуктов, в которых поучаствовала, зашкаливает. Это будущая мировая, возможно, звезда. А она сидит в Познани, потому что ей не могут оформить вид на жительство. Вы с ума сошли или что? Вы понимаете, что она вам принесет в бюджет налогами больше, чем все ваши чиновники заработали за год? Я не знаю. Ну да, про Познань акурат таки вось узгаданая нами Вольга Добровольская рассказывала, что там нейкі сапраўды трэш на мясцовым узроўні. Але это дэмакратыя. Ну, вот да. Дуда кажа: да, мы ўсё зробім, а мясцовы чыноўнік кажа: что ты лезешь в мою работу? Я вот как бы... Я согласен с этим. Я согласен, это так и есть. Но мне же как бы от этого же не легче. А ей, сидящей в Познани год просто так, не работая... Это, допустим, сидит условный чиновник. Это твоя страна. У тебя сидит человек год. Он мог бы год платить налоги. Этих налогов бы была сумма, чтобы содержать твою маму на пенсии. Почему ты не оформишь это за 1 минуту, просто поставив подпись? Я не понимаю этого. Ну, так само. Давай яшчэ да адной сітуацыі звернемся. Як ты прагназуеш, што можа, які далей працяг эта сітуацыя мець? Сітуацыя з мігрантамі на мяжы і дакладней вот што памёр польскі салдат у выніку таго, што гэты вот мігрант пырнуў яго ножом. Зараз безумоўна польскі бок там выставіў ноту, выклікаў там это прадстаўнік беларускага лукашэнкаўскага это пасла на размову.
але ну мне падаецца что кіруючая зараз улада Польши мусіць паказаць ну нейкая больш жорсткую рэакцыю на гэтую падзею, але якую і чым это можа аукнуцца беларусам? Ты знаешь, для меня это больше, чем конфликт Беларуси и Польши. Для меня это больше, чем смерть офицера, который для меня это какое-то безумие, потому что просто это безумие. То есть в мирное время погибает пограничник. Потому что кто-то развязал вот эту гибридную войну. Да? Но для меня это еще больше. Потому что это разговор о той войне, которую ведет Россия при помощи Лукашенко против белорусского народа, польского народа, европейского народа, украинского народа и так далее. Это одна часть этого большого процесса. Если Европа не поймет. То есть, да, поляки должны объяснить, что в ответ могут стрелять. Да, так это работает. Да, пошел у тебя человек, которого снарядили белорусские военные для того, чтобы он там кого-то до границы убил польского офицера, значит, белорусский офицер может погибнуть. Нужно понимать это. Нужно понимать, и когда-то этот выстрел произойдет, и когда-то какая-то белорусская семья не досчитается своего кормильца. Почему? Потому что кормилец идиот. Он согласился воевать на стороне Лукашенко. И они же знают, что они делают. Они же снаряжают этих мигрантов. Они же их подталкивают к этой границе. Это не Лукашенко подталкивает. Он отдает приказ, а подталкивают конкретные белорусские офицеры. Вот какой-то белорусский офицер погибнет следующим. Я не вижу других вариантов. Никогда в истории не было такого, что мы будем убивать поляков, именно мы убивать. Это не мигрант убил. Потому что этого мигранта туда привел Лукашенко со своими офицерами белорусскими. Они привели туда этого мигранта, они дали ему нож, они его поставили перед этим забором. Ну, не по-другому это, потому что нас пытаются убедить, что это какие-то абстрактные люди, которые там оказались. Почему-то они не оказывались раньше. Почему-то к этой границе невозможно было на 10 километров подойти раньше. А теперь почему-то они могут стоять прямо на рубеже. Что это за бред? Это значит, что это люди, которые это провоцируют. Но гибнуть будут и иммигранты, и офицеры белорусской армии. Ну, так это работает. И я не могу сказать, что я такой буду сильно там печалиться или там оплакивать. Да, потому что для меня не все белорусы, и я понимаю, что это абсурд, но при этом я же понимаю, что если вы участвуете в войне, то вы можете погибнуть. Но Лукашенко участвует в войне и подставляет под это белорусских офицеров. Ну, окей. На гэтым фоне шмат размоваў про тое, что трэба нешта вырашаць, спрабаваць вырашаць. Тэма палітвязняў пастаянна яна ёсць, і вот у коорднацыйную раду прыйшлі, да прыкладу, моладзевы наступ, у якіх асноўная тэза, что мы мусім нейкім чынам схіляць заходніх палітыкаў да таго, каб яны распачалі перамовы с Лукашенком пра вызваленне палітвязняў у абмен там нейкія санкцыі, зняццё і гэтак далей. Табе бачыцца такі варыянт? Нет. Я понимаю, что, как вот представь себе, вот, тенденция, да, растет пшеница, она растет, она будет дальше расти. Она не может расти вниз, она не может уменьшаться, потому что она растет. Это тенденция, она растет. Он создает новых политзаключенных. Почему вдруг количество этих политзаключенных начнет уменьшаться? Это идет по всем фронтам. Он стимулирует этих придурков, которые работают в его силовых структурах, на то, чтобы они выполняли план, сажали других, новых, расширяли поток этих политзаключенных, набивали ими тюрьмы. Этот процесс не останавливается с 2020 года. Он только нарастает. Почему вдруг кто-то скажет ему: ой, нет, надо по-другому, и вдруг этот поток начнет уменьшаться? Ну, с чего?
Нету такой, нет, у диктатуры есть своя логика. Это своя эволюция диктата. Эта эволюция приводит к тому, что я не знаю, как это слово подобрать, да, у нас, мы вчера как-то поговорили с Серегой Чалом, и вот в каждой деревне есть такой, у меня просто нет слова, которое бы в эфире можно было бы произнести. В каждой деревне есть такой дед-звездун. Вот дед Звездун, он приходит на общий какой-то курултай, да, и сидит, все сидят и такие говорят, ну, давай, дед. И дед такой, я воевал, когда мы с Колчаком воевали, да, и он такой, и он лепит вот эту вот билиберду, да. Я на колчаковских фронтах. Я на колчаковских фронтах такой, и все такие, давай, дед, и друг другу такие, дает сегодня, да, там, и вот наш дед Звездун, он вот лупит сегодня, вот этот Чингисхан, кулак, он уже не понимает, что он говорит. Мы живем в мире, где дед Звездун – глава государства. Потом этот дед там 3 рюмки шахнул, уже возраст, он такой бык, упал, и такие, уносите деда, и все уже... Но каждый раз его привозят, потому что без деда нельзя. Потому что всем надо поржать, всем надо это послушать, потому что, куда мы его, что мы его, не будем же убивать, да? И вот у нас свой дед Звездун. Он лепит вот эту... Мы при этом живем. Это наша... Получается, что это наша история. Мы в ней. Вот это наша реальность. И нужно ее осознать. У нас дед Звездун, он лепит... Мы уже логику просчитали. У нас осталось там сколько-то лет, сколько он будет сходить с ума, и в конце концов диктат придет к той точке, которую во всех произведениях искусства уже было описано. Да? То есть, это такая осень патриарха. Дед Звездун сошел с ума, нагадил при всех, умер. Это последняя точка. Мы к ней усиленно идем. Другого не бывает. То есть, он не может вдруг такой помолодеть, оправиться и сказать, простите, белорусы, встать на колени и сказать, простите меня, я ошибался. Я, наконец, все осознал, давайте мы пойдем в демократию. Да не будет этого. Не будет, потому что мы в своей логике. И поэтому, когда какой-то блок говорит, мы будем освобождать политзаключенных. Мы не будем освобождать политзаключенных, потому что, как бы мы этого не хотели, и сколько бы у нас там друзей, близких, родных не сидело, мы сейчас не в состоянии это сделать. Мы в состоянии потом прийти, сбить эти замки и их освободить. Но это будет в то время, когда это время придет. На жаль, трэба завяршаць, але я не магу не задаць пытанне. Ну, ўсё ж таки у нас арт-дырэктар, рэжысёр, і трэба ж даведацца. Вожык патрыёт, якія планы ў Мікалая ў творчасці? Дзікае паляванне добра стрэльнула. Што далей? Дальше сенсационный спектакль. Мировая премьера в Нью-Йорке 21 сентября. Так и называется сенсационный спектакль. Он будет сенсационный, потому что никто этого не ждал. И это будет первый в мире трансфер спортсменки из большого спорта на очень большую театральную сцену. Такого Снытина. Недарэмна ты яе ўзгадываў не один раз тут. Да, но говорить пока не буду. Не буду подтверждать, но это будет круто. Потому что когда человек переходит из статуса большого спортсмена в большое искусство, такого еще не было в мировой истории. Я говорю про театр. Было в Нью-Йорке одразу на Бродвей постановка. Да, в одном из самых таких культовых театров Нью-Йорка. И дальше, возможно, большой американский тур, потом британский, и мы вот тут уже я точно говорю, что мы его привезем в Варшаву без вариантов. Это будет большая история. И я думаю, что белорусы будут счастливы, потому что это будет какая-то абсолютно белорусская история.
Ну але раскрыеш таямніцу, что за твор лёг у аснову, п'еса, хто написаў? История написали вместе. Мы с героиня, я и моя супруга Наташа, мы вместе это сделали, мы записывали. То есть написали сценар Миколай Халезин, Наталья Коляда и актриса, якую мы не называем, вот, але передаем привитание спадарыне Снытиной. И это история жизни во всех ее ипостасях белорусских. И когда человек может рассказать то, что, вот самое внутреннее, знаешь, когда ты из своей жизни не выбираешь какие-то красивые куски, а рассказываешь все, и свои кошмары, и то, как ты жил, и то, что происходило с твоей страной, с тобой, и как ты чего-то добивался, и как ты ломался, и как и свои слабые стороны, сильные стороны. Вот просто честный разговор, и которого не хватает. И при этом это не разговор о жертве. Я больше не могу видеть спектакли, фильмы, читать книги о виктимизации, о том, что какие мы бедные. Это мы не бедные. Мы такие крутые, что мы заставили мир о себе говорить. Потому что нужно продолжать. И мне кажется, что вот если белорусы начнут сейчас говорить не о том, как нас надо пожалеть, а о том, что мы сильные, и что если нас выбрасывают в дверь, то мы лезем в окно, и если вы не даете нам документы, то мы этот документы придумаем сами, вот так нужно себя вести. Потому что больше рассказывать о том, какие мы бедные, и дайте нам, помогите нам, спасите, больше нельзя этого делать. Хватит, это время закончилось. Мы прожили кусок жизни, когда мы жаловались. Все, закончилось это. Никто нас не пожалеет. Успокойтесь. Просто говорите, какие мы крутые, а не говорите о том, какие мы бедные. Назва. Small forward. Легкий форвард. Легкий нападающий. Это амплуа. Вот так вот. Узбагойдзіч і чакайце прэм'еры новага спектакля от Миколая Халезина и девушки, которую мы не будем называть Снытина, але тым не менш будем вельмі чакаць з'яўленне на сцэне. Дзякуй вялікі, Миколай. Шчасліва ўсім, слухайце, глядзіце. Жыве Беларусь. Жыве.